На повестке дня Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства значились вопросы, касающиеся изменений законодательства, вступивших в силу с 1 января 2017 года. Представители надзорных органов отметили, что расширился перечень ограничений при проведении проверок. В то же время вводится новое мероприятие по контролю – контрольная закупка. Она допускается исключительно в случаях, установленных федеральными законами. Помимо этого, ряд озвученных вопросов касался тарифов на тепло и оборота алкогольной продукции. Основным новшеством, которое коснется большинства предпринимателей, станут изменения, вызванные вступившим в прошлом году в силу федеральным законом, меняющим порядок применения контрольно-кассовой техники. С 1 июля 2017 года все организации индивидуальных предпринимателей переходят на применение онлайн-контрольно-кассовой техники, за исключением тех предпринимателей, кто находится на системе налогообложения ЕНВД, на патенте и кто оказывает бытовые услуги. У них они переходят на онлайн-контрольно-кассовую технику с 1 июля 2018 года. С 1 февраля 2017 года прекращается регистрация старых онлайн-контрольно-кассовой техники. Предприниматели задавали вопросы, допустим, мы вот сейчас работаем с контрольно-кассовыми машинами, то есть необходимо их менять или нет. В этом случае, конечно, менять необходимо, потому что здесь надо понимать, что это совершенно иная техника, уже техника другого, совершенно нового формата, она более автоматизирована. Но все-таки государство здесь идет по направлению такому, что будет в основном, конечно, индивидуальный подход. Если контрольно-кассовая техника была предприятием приобретена, допустим, недавно, в течение года, 2-3, и она достаточно очень новая, то и есть возможность ее модернизации, как сегодня говорили, техническая возможность модернизации. То есть просто один электронный блок снимается, вставляется другой, и этот же контрольно-кассовый аппарат, он дальше продолжает работать. На Координационном совете прозвучала информация, что Сибай, наряду с такими городами, как Кумертау, Белебей, Белорецк, Учил и Нефтекамск, может попасть в фонд развития моногородов. Это подразумевает налоговые льготы, возможность освобождения от ряда региональных и местных налогов, пониженные тарифы по страховым взносам и облегченный порядок проведения контрольных и надзорных мероприятий для всех резидентов. Завершилось заседание награждением победителей конкурса на лучшее новогоднее оформление торговой точки. Ринат Музафаров, Айгуль Хамитова, Али Кадыров, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.